Альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллях. Напоминание о судном дне. И мы с вами говорили мы с вами разбираем положение верующих людей в судный день. То есть именно положение богобоязненных. До этого мы с вами говорили о положении тех, которые проявили неверие. Это будет самое худшее положение в судный день, и они будут готовы пожертвовать абсолютно всеми, абсолютно всем. Если Аллах спросит у них, если я избавлю тебя хоть сколько-то от наказания, отдашь ли ты, отправишь ли ты в ад, пожертвуешь ли ты своей мамой, отцом, братом, сестрой, женой, дочкой, сыном, то они даже глазом не моргнут. Они будут готовы отправить в ад все человечество. Главное, чтобы сами хоть немного избавились от ада. Об этом мы с вами приводили аяты, поэтому упаси Аллах нас, наших родителей, наших братьев, сестер, жен, детей, внуков и последующее поколение от такого положения. Потом мы с вами разбирали положение грешных, верующих. Несомненно, их положение будет намного лучше, но мы с вами приводили хадисы, что есть определенная категория грехов, которые совершали верующие, и они за это будут нести наказание в судный день. А потом уже мы перешли на самую приятную для нас тему. Это положение богобоязненных людей. Богобоязненных людей, то есть какие награды, какие радости Аллах приготовил, дары, подарки приготовил для тех, кто совершал благие дела. И вот мы с вами говорили о тех, кого Аллах укроет в тени своего арша, в тени своего трона. Мы приводили хадис про 7 категорий людей. Потом отдельные хадисы приводили про тех, которые дают отсрочку должнику, то есть именно несостоятельному должнику. И мы с вами продолжаем, и сегодня говорим о тех мусульманах, которые помогают своим братьям и сестрам, которые решают их проблемы, которые облегчают их положение, потому что Всевышний, мудрость Аллаха такова, что Он в этой жизни, а эта жизнь, мы знаем, не рай, человека постигают огромное количество проблем, неприятностей, трудностей, через которые он должен пройти, так ведь? И, конечно, Аллах, аля кулли шайин кадир, Он над всякой вещью мощен, и архамур рахимин, Аллах милостивый из милостивых, но это фитра, это канон Аллаха. В этой жизни все они проходят через эти трудности и испытания. И когда кого-либо из людей постигает какая-то трудность, какая-то проблема, какое-то горе, то это является испытанием не только для него. Это такое же испытание и для его соседа. Это такое же испытание и для его брата, сестры, родителей, друзей, братьев по вере. Потому что как они себя проявили, когда их брату было тяжело, их соседу было тяжело. Вот этим Аллах объединяет умму. И проблемы, которые постигают наших братьев, не только нас, они являются прекрасной возможностью заработать награду Аллаха. Прекрасной возможностью
избавиться от грехов. Избавиться от грехов. Поэтому все для нас испытание. И именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не может быть полноценным верующим человек, который набивает себе живот и ложится спать, а в то время его сосед не может заснуть от голода. Поэтому мусульманин, который живет с соседями, он должен знать. А для того, чтобы знать, нужно интересоваться этим. Так ведь? А иногда бывает так, что два соседа могут жить не год, а 5 лет, 10 лет. Так ведь? И даже не знать, что у них есть какие-то трудности, проблемы. Так ведь? И поэтому очень много хадисов, которые именно указывают на это. Мусульмане должны интересоваться, мусульмане должны знать и помогать друг другу. Судный день. Аллах облегчит положение того, кто в этом мире помогал людям в беде, который старался избавлять их от нужды. Вот кто-то нуждается в чем-то, и ты можешь избавить его от этой нужды. Бисмилля, делай. Снисходительно относился к ним и прощал им их ошибки. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто избавит своего брата от одной из печалей мира этого, а печалей много, у кого-то кто-то болеет, у кого-то денег не хватает, у кого-то какие-то проблемы, так ведь? Из печали мира этого Аллах за это избавит его от одной из печалей в судный день. То есть мы прекрасно должны знать, так же, как нас постигают печали, трудности в этой жизни, в судный день огромное количество проблем, бед обрушится на нас из-за наших дел. Где-то выяснится у нас проблемы с намазами. Это проблема. Если в этой жизни проблема то, что кто-то потеряет здоровье, кто-то потеряет деньги, родных, в судный день выяснится, что у нас огромное количество пробелов в наших молитвах, в наших постах, в нашем хадже, в наших обязанностях. У нас столько грехов, оказывается, накопилось. Мы же забываем все, а все это, может быть, осталось, накопилось. Так ведь? И печалей будет много. Но за то, что мы тогда еще кого-то из наших братьев избавили от одной печали, в судный день за это Аллах избавит нас от одной печали. Если избавили от нескольких печалей, значит Аллах избавит нас от нескольких печалей. В судный день тому, кто облегчит положение, это уже продолжение хадиса, то есть Аллах избавит его от одной из печалей в судный день. Идем дальше. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника. Человек взял в долг, но что-то случилось, и он не может это вернуть. Он не может вернуть. Он хочет вернуть, он знает, но не может. Тот, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире вечном. То есть, как облегчить положение несостоятельного должника? Можно дать ему отсрочку. Можно простить ему часть долга. Так ведь? То есть, есть варианты. Вот за то, что ты облегчил состояние своего должника, он тебе должен. Да, да, он должен. И это его обязанность, фарз, он должен вернуть тебе. Да? Но ты можешь ему дать отсрочку, ты можешь простить ему часть. Да? За это Аллах даст тебе облегчение в этом мире, в чем-то. Да, у тебя тоже есть проблемы. Ты не можешь решить какую-то проблему. Перед тобой стоит какой-то, не знаю, может быть, новый проект, который ты должен сделать, но он очень тяжелый, трудный. За то, что ты здесь кому-то дал, своему брату, облегчение, Аллах здесь даст тебе облегчение. И не только в этом мире, но еще где? В судный день. Когда трудностей будет очень много. Когда не то, что мы, простые, грешные мусульмане, да, будем страшиться, дрожать от
от страха, да, когда даже пророки будут молчать. Когда даже пророки будут говорить: нет, нет, только не ко мне, вот идите к нему. Когда пойдут к нему, он скажет: нет, нет, только не ко мне, у меня свои проблемы, идите к нему, и люди дойдут до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который будет заступаться за них. Поэтому ангелы будут страшиться, безгрешные, святые ангелы будут страшиться, и будет очень много проблем. А за то, что ты там где-то кому-то помог, машаллах, ты уже давно забыл это. Бисмилля, помог, и все. У нас есть такая поговорка: изгілікні қылда суға сал, балықларға на курсе. То есть сделай доброе дело и выкинь его в воду, чтобы только рыбы видели. А рыбы же, они молчат, не говорят об этом. Не в Инстаграм надо кидать, не в Фейсбук надо кидать, а туда, в воду, чтобы никто не видел. Это Аллах увидел, все. Но в судный день это так тебе вернется, машаллах, за то, что ты тогда помог ему, дал ему облегчение в жизни. Продолжение хадиса. А того, кто покроет мусульманина, покроет, то есть закроет, спрячет его какой-то недостаток, какой-то его грех. Вот так получилось, что ты узнал о каком-то недостатке своего брата. Да, ты можешь об этом говорить, ты можешь об этом все рассказать, но ты можешь это закрыть. Ты можешь спасти своего брата от унижения, от позора. Поэтому не подобает мусульманину, который увидел недостаток своего брата, рассказывать об этом везде, писать об этом везде. Сегодня мы, ну, наверное, это не только сегодня, но мы сегодня, когда вот эти средства массовой информации, коммуникации, да, когда вот очень развито, у каждого там полмира в телефоне, да, там у кого-то там 100 тысяч, миллион подписчиков, он может просто одну смс-ку отправить, и весь мир узнает, да. И увидел недостаток брата, не надо кричать об этом, не надо всем рассказывать об этом, это не обязательно. И за то, что ты увидел недостаток своего брата, но никому об этом не рассказал, в судный день Аллах увидит столько твоих проблем, столько твоих грехов, и ты увидишь, тебе покажет. И ангелы это все уже запротоколировали, да? Все, ты никуда не уйдешь. Но Аллах вместо того, чтобы тебя опозорить перед всем человечеством, перед ангелами, Он закроет тебе, покроет твой грех. За что? За то, что ты покрыл тогда чей-то грех. Ты не стал об этом говорить. Вот буген, к сожалению, мы видим обратное. Мусульмане, которые услышат, увидят о недостатке своего брата, они рассказывают об этом. А вы знали, а ты, брат, ты слышал? Ты слышал? Что? Вот прямо как будто новый хадис. Хадису этому не обрадуется так, как радуется недостатку братьев. Это не наше качество, дорогие братья. Это и среди хазратов, это беда. Беда хазратов. Где-нибудь какой-нибудь хазрат что-нибудь там, ну ляпнул он, ну ладно, не подумал там. Все мы ошибаемся, мы такие же люди, да. И все надо другим об этом писать, рассказывать. Или где-нибудь какой-нибудь муфти что-нибудь там сделал, что-нибудь сказал. Все, там уже знамена поднимают там, да. Вот он такой, оказывается, сякой. Ну, это не наше качество. Мы должны укрывать, скрывать грехи друг друга, недостатки. А не бежать с этим. Иногда даже неверующим бежим, вот говорим, вот он что, какой. Поэтому это есть правило мусульманина. Мы закрываем недостатки братьев, а за это Аллах закроет наши недостатки. Аллах будет помогать своему рабу до тех пор, пока сам он будет помогать брату своему. То есть пока мы будем помогать своим братьям, пока мы не остановимся, да, Аллах тоже будет нам помогать. А если мы перестанем помогать нашим братьям, значит и Аллах перестанет нам помогать. Поэтому Аллах будет решать наши проблемы, пока мы будем решать проблемы наших братьев. Иногда, дорогие братья, не так много времени
Не так много сил, не так много, может быть, средств нужно, чтобы помочь брату. Не так много, да? Но, машаллах, иногда бывает так, что ты можешь повлиять на всю его жизнь. Ты можешь повлиять на его судьбу, так скажем, да? Да, судьба в руках Аллаха, но Аллах же тебе дал эту возможность, так ведь? Чтобы ты был причиной, чтобы ты что-то изменил в его семье, что-то сделал, что-то поменял, там, сохранил его семью или еще что-то. Это же милость Аллаха не только к нему, а и к тебе. Ты даже больше должен радоваться этому и благодарить Аллаха. Благодарить Аллаха за это. Поэтому Аллах будет помогать рабу своему до тех пор, пока его раб будет помогать брату своему. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Ну, иншаллах, у нас еще несколько таких очень интересных про долги, потому что вопрос долгов — это такая большая проблема сегодня, да? Сегодня уже нет людей, кому можно подойти и сказать: дай в долг денег, потому что он сразу подумает, наверное, этот меня кинет сразу. Сейчас даже эти бизнес-коучеры, там они семинары проводят, что когда кому-то даешь, ты уже дай с намерением, что он тебе не вернет, он тебя кинет обязательно. Вот только так давай. Поэтому это уже новые правила придумывают, да? Хотя это фарс. Это фарс вернуть долг тому, у кого ты взял. Ну, давайте, иншаллах, несколько хадисов еще на следующей неделе. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.